Ребят, всем привет! Ну что, очередной выход по налиму, ребят. Знаете, такой рыбалка-поход. Потому что в налиме рыбалки все есть. И ночевка, и готовка, и рыбалка, и природа, и отдых. В общем, все, ребят. Почему она мне не нравится? Да, конечно, раньше у костра ночевали. Обмундирования такое не было, там плюс-минус. Ну, сейчас видите, все удобства. Ну, в общем, я, ребят, опять на болоте, кто уже понял. Вода скаканула на 20 сантиметров выше. Точки еще. И так они были нерабочие, как бы, ну, нет места выставиться. Ну, еще и топит, получается. А здесь в прошлый раз мне понравилось. Я думаю, а ну-ка я туда сгоняю-ка еще. Сегодня взял закидушки. Не донки, а закидушки, ребят. Свои наутилусы. Вот. И с обрыва точечно покидаем. В прошлый раз здесь все у нас обозначило. Где как рыбачить. Вот. Ну, там и попробуем. Погода, ребят, холодная. На самом деле, хоть и солнышко, но 3 градуса всего тепла. Северный мощный ветер. В общем, ехал тяжко. Ну, даже местами пришлось поскакать. Повороту река петляет, и в лесу где-то нормально, а где-то выскакиваешь, и вот волны прям такие были, ну, барашки неприятные, плюс встречный ветер холодный. Ну так, 25 километров все-таки на моторе. В прошлый раз я стоял вот здесь, бревна были, я еще говорил, что эти дрова останутся, но пришлось попрощаться. В общем, пока был на лодке, убрал эти бревна, чтобы как раз разместить еще пару донок, ну, закидушек. Давай, поехали отсюда. Поехали отсюда. Давай. 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 Давай отсюда. Ты нам тут не нужен. Нам место надо. Опа. Так, одно отодрали вроде. Одно отодрали, еще два. Так, вот и второе поехали. Этот с корнем, блин, тяжело было. Ну ничего. Дрова на зиму, конечно, хорошие. Но ничего. Опа. Теперь назад. Вот так, ребят, потихоньку. Прощай, Сушинка. Я думаю, найдешь хороший берег, где тебя попилят, и принесешь тепло рыбачкам. Все, поехал, подхватило течение. Ну, в общем, попробуем, ребят. У меня 6 закидушек. Точечно сейчас можно поставить там дальше в кустах. Вот в чем удобно закидушки, что можно вот именно где-то в таких труднодоступных местах ставиться.
Ну, донку все-таки нужно какую-то полянку разматывать, и как-то с кустов там неудобно. А здесь с палочкой можно будет спокойненько также и закинуть между кустов. Донку все равно надо как-то какой-то прогал, чтобы был размах. А закидушку можно точечно. Ну и как посмотрел, здесь глубина, ну здесь, ребят, крутит, и можно тяжелые груза не ставить. А на закидушках у меня сотки как раз. Тест 180. Вот, ну, удилище. Соответственно, можно, конечно, еще пригрузиться. Ну, сотка, как бы, более-менее я уже рыбачу, когда не такая огромная вода, когда уже течение послабже. Сотки вполне достаточно. Вот. Быстренько приехал. Сразу поставил палаточку здесь. Ну, более-менее нашел такое ровное место. Потому что все буграми, все болото. Немножко так убрал травы. Поставил палатку, печку. Сегодня опять же взял брикеты. Вот, 2 пачки. Так что, чтобы не заморачиваться, там никуда-то ехать, искать, пилить. Потому что здесь я в прошлый раз походил. Здесь вот я старое ну, такое полугнилое уже пилил. Вот. Ну, с кострета я, понятно, спалил. А вот на печку надо далеко идти, через болото. А брикеты кинул. Все равно не на горбу, ребят, несешь. Тем более я их не покупал, они у меня еще с зимы. Ветрище, конечно, порывистый, ребята. Ой-ой, и холодный. Сегодня 3 днем, а ночью 6, ребята, мороза. Минус 6. На севере, дальше на Печоре, слышал, что даже старицы опять замерзли. В общем, первый лед, ребята, там вроде как и потаяло все местами. Ну, короче, морозы ночные дают. И вроде как она весна наступила так быстро. Давай уже тут чуть ли не в шлепках. Но нет, все равно. В принципе, было и понятно, что так она не сдастся. А регионами смотрю снег. Вчера Олег звонил. Олегович, будешь смотреть, привет тебе. В Кирове нахерачило снега. Вот. Ну, как правило, уже многие переобулись. Машины, я имею в виду. Так что, как бы мы даже еще не переобувались, мы не спешим. Потому что я говорю, нет, что-то как-то, говорю, непонятно. Нехрен делать, может и снега навалить сантиметров 30. А в прошлом году было и на майские праздники сантиметров 30 нахерачило снега за ночь. Так что как бы так. Ну что, в принципе, все готово. Будем заниматься снастями. Давайте, ребят, за рыбалочку. Посмотрим, что да как. В прошлый раз 5 поклевок здесь было, 2 засранца здесь попалось. Так что не знаю. Место хорошее, очень хорошее. Вот. Ну, просто рано еще. Водичка прогреется, чуть-чуть мелочь заактивничает. Ну и налим, соответственно, тоже будет активничать. Ну а мы его рыбачим, ребят, чуть ли не до самого июня. В прилове будет попадаться. Сейчас понятно, что рано, половодье как бы. Ну, что дома сидеть. Будем пробовать. Так, это 3-й поход, ребята. Будем называть это походом. На болоте. Ну, сегодня я, ребят, уже подготовился. Я уже с палаткой, с печкой. Раскладушка. Там похрену, ребят. Клюет, не клюет. Будет рыбалка, не будет рыбалка. Уже не обломаешься и нормально проведешь время. Ну вот, ребят, здесь 2 баллона убрал. Этот не стал уже трогать, он не мешает. Он близко к берегу. С оттуда выдрал, отправил их в плавание. Дальше ставил, там тяга, как бы вот самое пиковое место вот здесь крутит. Ну, палатка вот здесь стоит, на болоте, потому что, видите, кочки, и как бы не особо есть место, где установить. В прошлый раз я здесь кайфовал, костровище мое, спалил я неплохо тот раз дров, здесь отдыхал. Вот. Ну и в общем здесь местечко. Вот прям
Удобно будет от кустов под кусты кидать куда-то. И там с кустов у меня рогатульки, ну и закидушки мои. И здесь вот тут раз дерево пилил, вмерзшее еще было. Ну здесь еще вот такой кусмарь. Еще не знаю, на ночевке 2-3 хватит. Вот первую прям здесь замастырю. Он прям с кочкой. Пускай на кочке рыбалит. Так, ну что, закидушечки в строю. Здесь у меня где-то плетенка основная, где-то леска. Единственное то, что, ребят, я здесь использую один поводок. Такой сантиметров 40. Ну, крючки, понятно, те же. О, вот это червячок, так червячок. То, что нужно. То, что доктор прописал, как говорится. Ну и холодрыга. Сейчас печку затоплю сразу. Сейчас солнышко уйдет. И все. И дубарь будет. А полотенышко сегодня взял. Потихоньку налаживаем рыбалку. Все равно что-то забудешь. Так. Раз. Ну и ямище, конечно. Ну и ямище, ребята. Все, первая есть. Вторая недалеко. Так, точечно поставим. Это поближе уроним. Есть контакт.
Ребята, кто придумал палатку с печкой, это респект. Ну просто холодрыга. Удилище вот так ходуном ходят. Ну, к вечеру, я думаю, успокоится. Должен успокоиться. По крайней мере. Так, 6:30. Ой, 5:30. 5:30 у нас. Все у нас готово к рыбалочке. Кстати, спрашивают ребят, на что снимаешь? В основном все снимается на Соньку Action AS3000. Ну, у меня их две. Точнее, это уже на 7-я или 8-я. То ломал, то утопил, то на камни уронял. А вот жучков, паучков вот снимаю на Panasonic, ребята. V750. Ну, не сказать, что она, конечно, красиво делает, но сейчас плюс-минус, ребят, такая на рублей 150 стоит, наверное. В общем, оборудование у меня не особо такое мощное. Снимаю так, в общем. Плюс-минус. Я знаю ребят, которые ну просто ангандона до патрона, до батона, короче, ну, заряжены прям капитально. В основном ребят снимаю вот на маленькую камерку. Ну, говорю, она уже 7-я. Ушли с России, конечно. На ВБ смотрел, что-то 86 тысяч, что ли, стоит. Жесть, ценный космос. Самое, что интересное, вот ну, была у меня поломка, я ронял и царапал линзу. А там, получается, линзу никак не поменять, нужно съемную башку. Ну, целиком, в общем. Ну, и, в общем, я искал, кто занимается. Никто не взялся. И самое, что интересно, на Алиэкспрессе есть башка за 17 тысяч. Но не факт, что она подойдет. Труба. Ладно. Я думаю, ветер успокоится чуть попозже. Печка, ребята. Блин, я кайфую, конечно. Сегодня бы просто... Ну, просто нереально бы сидеть было с таким ветром. Ладно. Баланы плывут. Не знаю, ребят, то ли поклевка, то ли от ветра. Что-то, видите, леска потом в провис идет. Здесь крутит и непонятно. Кстати, на этом месте, где в прошлый раз первого поймал, там поставил раз-два, здесь третью, начал ставить четвертую и уже зазвенел. Что-то 3 раза так колыхнуло. Может, мусор, может, клевал. Но не качает ничего. Проверим. Закидушки-то одно удовольствие проверять. Нет, никого. Вроде. Никого. Показалось, значит. Показалось. Вон там на дне какая хрень. Не знаю, может кто-то и жевал даже. Ладно. Посмотрим. Ну, вчера, говорю, в прошлый раз здесь с вечера солнце зашло и как отрезало. И потом утром, как солнышко встало. Не знаю, сколько и кидать-то. Плюс-минус.
Бабам. Ну что, ребятки, все, солнышко зашло, и что-то тут, не знаю, то ли поклевка, то ли опять непонятные телодвижения. Ух ты, фига, куда воткнулся. Ветка походу. Минус, походу, минус донка. Куда-то, ребята, воткнулся. В принципе, можно на лодке, конечно, все это дело достать, но рядом закидушки стоят. И охота. Ну вот. Первый у нас обрив. Главное, поднял и потом резко бах куда-то закрутило. Ладно, что, перевяжемся. А так тишина. Рябчики сейчас прилетали. 3 штуки. Блин, а. Крутит, куда-то он заводит. Семь часов. Поклевок нет. Вот такие дела, ребята. Ладно, сейчас перевяжемся. Запаску надо с собой возить, потому что бывает, что новое место и так. Грузила грузилка. Грузила грузилка. Шнур какой-то тут еще. Молчит, зараза. В прошлый раз в 5 часов уже поклевки были здесь. Не знаю, вот не доверяю, ребят, я вот этим вертругам. Многие тоже говорят, почему, Андрюха, заливаешь свои, проволочку не ставишь. Ну, смотря, конечно, тоже какой вертлюг, но сгнивает он, блин. Рано или поздно он все равно потом отваливается. Так, и поводочек у нас здесь. Раз.
Давай. Сейчас смочим. Вот так вот. Ну, перезакинул, ребят. Ну, червь на месте, все хорошо. Сотка, походу. Ну, груз легкий. Я тут кидал 200, 185, 250 груза. Здесь стояли они копанные и как бы не крутило. А тут, походу, ходит. Все-таки подкидывает сотку. И где-то она и вот подзинкивает. Я думал, что поклевка. И, соответственно, находит себе какой-то зацепик. Но место, ребята, кайф. Вот на самом деле лучше не придумать в данный момент. Струя бьет здесь. Здесь такой затишок. Вот налим здесь прям, ну прям класс. Вот летом бы, осенью здесь, вот если бы такая вода была бы жара. Но я сам понимаю, что он сейчас на песках, на меляке. Там кормится. Ну, лучше ничего не придумать. Прям стан такой, знаете, готовый прям. И лодка подъезжает там. Ну, как бы такой пологий спуск, можно остановиться. Потому что здесь нигде не перепарковаться. Как бы и... Да все круто здесь, блин. И место здесь такое. Ну, рыбное так-то, по идее. Наверху, ну, вот я сюда езжу, наверх. Здесь какая-никакая более-менее рыбалка. В прошлый раз с 5 до 6 3 поклевки было. А сегодня вообще никак. И донок здесь больше, как бы, стало. Если на тот момент у меня стояло здесь 3, сейчас стоит 6. Да. Ну, рыбалка что? Зараза, она такая. Холодно, рано. Надо, чтобы немножко какая-то шевелюха была. А в палатке, ребят, ништяк. Сейчас ужин будем готовить. Так, ребят, будем ужинать. А что-то ничего, ребят, у меня готовить я сегодня не собираюсь. Есть у меня
Котлетосики такие интересные. Домашние. С такой подливочкой, знаете. Есть у меня, конечно, еще рис. Ну, сварить можно пакетики. А мы чисто. Голубцы, короче. Что-то такое, ребят. Девки делали, да, просто разрезал. Вот, перчик вот. Голубцы, перец фаршированный, не знаю. Что-то типа такого. Девчонки домашнего положили в контейнер. Вот. А рис-то? Тут рис присутствует. Какой рис? Да и макарон там у меня есть чуть-чуть. Жменька. Жменька того, жменька этого. Не пропадем, ребят, с голоду. Ну, разогреваться поставим. Пускай греется. Юшку немножко приоткроем. И все. Красота. Хлебушка подрежем. И как в аптеке. Что, ребята, приятного всем аппетита. Мы поужинаем. Я не знаю. Будем отдыхать. Сейчас темнеет. Ну, уже по темноте, наверное, проверю, перезакину. Класс. Очень люблю вот этот подливу, вот эту. Сегодня, кстати, ничего не ел, не обедал. Сказал, термос заварите, я приеду и поеду. Ездил сегодня, ребят, на Старицу. Попытался пробиться. Весновку, в общем, хотим мутить. Андрюха, в общем, хочет приехать с Архангельска в гости. Я говорю, по налиму рано, Андрюх. Нет мест, куда можно. Ну, у меня еще снизу точка есть, надо проверить. А здесь точки стоят, ну, ребят, там, ну, 2 донки максимум. Вот такие пятачки небольшие. Все закрыто. Да и рано еще, походу. Что-то не одупляет он нифига. Так что поедем на остров. Поживем. Поставим жерлицу в клетку. У меня есть разрешение. После распада, как мне не изменяет память, до 25 мая. Потом нельзя. Или до 15, не помню.
Но обычно мы на остров заезжали на майские праздники. Вот там жили, праздновали День Победы, ставили жерлицу в клетку, ловили окуня, коптили, отдыхали. Наслаждались природой. Снег еще местами помню. Половодье бешеное. Это не половодье, ребят, это так, пыль. Короче, ладно. Будем рубать, пока горячее. Ё-моё. Хрень, поймешь, какая-то хрень. Минус закидуха. Хрень поймешь. Как так-то, блин? Так, ну я ее достал. Странные дела. Как так? Непонятно. Сам, ребята, оборвал. На эту зацепил. Ее поймал. Да. Так, ребят, 9 часов. Перезаброс. И сейчас передние мои у палатки. Одна в зацепе. Но смотрю, вторую зацепила тоже. Я ее давай. Все, наглухо. Зацеп оторвал. Пошел вторую доставать. Смотрю, она пошла. Ну и пришла, в общем, с тем грузилом и с крючком. Вон кусок сейчас демонтирую. В общем, снасть спас. Как там что получилось, так вроде не близко стоят друг к другу. Непонятно. А так тишина. Не клюет, ребята. Леска вроде нормальная здесь. Проверяю тоже.
Ладно, сейчас обратно все поставим. Блин, а, ребятки. Как так-то? Не клюет, зараза. Если в прошлый раз здесь не было поклевок, я бы сюда не стал. Я бы сюда даже не поехал. Но я думаю, блин, поклевки были. Сейчас мы еще тут с закидушками разную дистанцию. Думаю, блин, пару хвостов-то точно тут живет. А тут нифига. Что надо? Не знаю. И травы, главное, нету. Все красиво. Ну, только глубина вот смущает, понятное дело. А так, блин, все вроде круто. Там такая тяга, он должен все равно прибиваться. Как минимум. Чего-то не то. Ладно, что. Ну все. Закидушка готова, ребят. Пойду заброшу.
вот здесь, оказывается. Бобришка-то вот здесь кормится. Недалеко, прям возле лодки моей. Ну, бобрище ты даешь. Я сидел, смотрел, это пырышек, не пырышек. А я там, короче, сюда как кидаю, а она там, Саша, это ты пырышек или ты пырышек? А реально он похож на ты. Может, вот чтобы это не значило, я не знаю, наверное, да. Как мост у медведя. Мост у медведя, представляешь? Честно, я только знаю, что ну ты пырышка. Ну такой вот, нет, если бы, смотри, ну пырышек. Тарара-тарара. Тарара-рара. Как в колодце, ребята. Все простояло как в колодце. Черви живые. Никто их не поел. Эх, тихо. Сматываем. Ну что, ребят, всем доброе утро. В общем, чудо не свершилось. На лим, ребят, не вышел. А что-то до 2 надо. Последний раз, наверное, что-то в 1:30, что ли, я, наверное, перезабросил. Ну, бессмысленный перезаброс. Я понимаю, когда трава, там, когда какая-то мелочь объедает, там, да, ходишь. А здесь, знаете, как насадил, грубо говоря, так они и провисели. Такие дела. В общем, не знаю, ребят, с чем связано. Я понадеялся, что в прошлый раз здесь были поклевки. Думаю, за кидушками сейчас точечно что-нибудь как-нибудь. Ну нет. В общем, вода, ребят, непонятно. Вроде немного прибыло, совсем немного. С налимом, наверное, пока завяжу. Бессмысленно ездить. Толку нету. Есть еще снизу точка по такой воде. Снизу. Вниз по течению от деревни. Но мне кажется, такая же история будет, потому что тут что-то непонятно. В общем, рановато налим что-то как-то стоит. Не ходит, не гуляет. Соответственно, недельку, наверное, я подожду, ребят. Вот. Посмотрим по воде, что какие будут телодвижения. Плюс, минус. Вот буду ждать, когда откроются точки. И уже там пробовать ловить. А так поход, ребят, поход отличный. Конечно, я с вечера уже понял, что нет шевеления. Скорее всего, мы проиграем. Ну, здесь надо принимать, ребят, природу. И просто я просто отдохнул. Я выспался хорошо. Все, никуда не спешил, не вскакивал тут. Позавтракал, умылся, повалялся, посмотрел фильм.
Такие дела. Так что все, ребят, что, давайте буду прощаться. Сворачиваюсь и домой, в деревню. Ветерок опять поднялся, холодно. Скорее всего, что-то погода, вот, наверное, из-за погоды. Но это не точно. А всем желаю, ребят, удачи, аккуратно. Понятно, у кого-то закончились запреты, начинаете выезжать. Ребят, безопасность, жилеты, не забывайте, чеку безопасности. В общем, аккуратненько, в общем, ребят. Берегите себя, своих близких, здоровья крепкого. Уезжайте на рыбалку, ребят. Кто ищет, тот всегда найдет. Как бы это нормально. Это нормальная процедура, нормальная ситуация. Здесь как бы ничего такого шокирующего нету. Как бы. Ищем. А мы найдем, ребят.